فعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Всевышний Аллах даровал нам жизнь, и мы сейчас с вами входим в новый этап, и уже вошли точнее, да? Это осень, когда лето, теплое время, период урожаев заканчивается, и потихоньку вся природа, да, угасает. Но для нас, для людей, начинается новый этап, особенно для наших детей. Это этап учебы, получения знаний. И Аллах Субханаху ва Тааля вменил в обязанность каждому из нас получать знания, изучать религию, изучать основы нашей религии, айбадат, да и те знания, которые пригодятся нам в нашей жизни в этом мире. И поэтому требование получения, приобретения знаний, оно начинается с бишектен, да, с малых лет, и заканчивается смертью человека. Нет такого, вот я отрубил там в школе 10-11 лет, в институте, потом все. Нет, всю жизнь нужно изучать что-то новое, что-то полезное, и особенно та польза, которая тебе принесет большую выгоду в судный день в ахирате. И когда мы читаем суру Фатиха, в конце Всевышний Аллах приводит дуа, мольбу верующих. «Ихдинас сираталь мустахим». «Веди нас прямым путем». Верующие просят у Всевышнего, обращаются ко Всевышнему. «Веди нас прямым путем». «Сираталь лазина ан'амта алейхим». Путем тех, кого ты облагодетельствовал своей милостью, своим баракатом, своей широтой, своими знаниями. Кому дал пользу? «Гайриль магдуби алейхим валаддаллин». Кроме тех, на которых пал гнев твой. На которых пал гнев Всевышнего Аллаха, валаддаллин, а также кроме тех, которые оказались заблудшими. То есть, мы просим у Всевышнего прямого пути, но чтобы мы не сбивались с этого пути, как те, на которых пал гнев Всевышнего Аллаха, и те, которые заблудились. Ученые, когда комментируют эти два слова, на кого пал гнев и кто они заблудшие, они приводят множество тафсиров. Да? Кто они, что они, как они совершили, какие поступки они совершали, что их привело к этому. Да? И один из самых распространенных тафсиров, на кого пал гнев, это те люди, у которых есть знание, но они не делали амаль, они не совершали дела, они не претворяли в жизнь свои знания, не действовали в соответствии со своими знаниями. Вот эти люди в итоге в судный день окажутся в убытке. Валяддаллин, а также заблудшие. Это те люди, ученые говорят, да, которые стремились, старались что-то делать, но делали это на основе своего невежества. Не изучали свою религию, не изучали предписания Всевышнего Аллаха. И поэтому вот эти вот два пути. Гилембар, гамальюк. Знание есть, но нету дел, основанных на этих знаниях. Это путь заблуждения. И точно так же путь, когда человек стремится, рвется, там энтузиазм, что-то хочет делать, пытается творить дела, но он это совершает, не изучив что-либо, не взяв знания из религии, в итоге этот человек тоже окажется среди потерпевших убыток. Ведь посудите сами, да? Вот если представить такую ситуацию, горит дом, например, да, и нужно его тушить. И что? Чем тушат? Обычно водой тушат. И он подбегает и видит, какой-то стоит резервуар, какие-то там, допустим, сосуды там и так далее. И не думая, не изучая, что это такое, быть может, наберет горючих смазочных материалов, керосин, бензин и пальнет в этот пожар. Он думает, что он его потушит, а на самом деле он просто еще больше будет способствовать тому, что этот пожар разгорится. Поэтому два вот этих распространенных заблуждения должны быть исправлены верующим. Значит, он должен стремиться и к знаниям, и вместе с этим должен действовать на основе своих знаний. И приведу пример. Сподвижники
радийаллаху анхум, когда изучали от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, новые, неспосланные аяты, они не старались все выучить сразу одним храпом. Сразу же, да, допустим, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, не спаслалась целая сура, сразу же заучить всю суру. Нет, потихоньку. И поэтому даже сообщается, что суру Бакара некоторые сподвижники учили 10 лет. Почему? Потому что они, говорят, по 10 аятов изучали, заучил 10 аятов и не переходил к следующим 20, пока он не станет действовать в соответствии с тем, что от него требуют эти аяты. Пока он их не притворит в жизнь, пока он не станет совершать то, что от него требуется в этом аяте, он не переходил к следующим. И поэтому сура Бакара, которую с одним хафизом давно уже разговаривал, он мне как-то поделился, я, говорит, суру Бакара заучил, говорит, за 2 ночи. Это примерно 48 страниц, представьте, да? Какая феноменальная память, машаллах, это очень хорошее качество, да? За 2, говорит, ночи заучил. Там, говорит, какой-то был, говорит, конкурс, среди студентов, среди молодежи, и объявили, говорит, какой-то, говорит, приз там, да, кто больше заучит, тот победит там в этом конкурсе там и так далее. И я, говорит, тогда за 2 ночи, говорит, суру Бакара выучил полностью. Вот эти 2 джуза с лишним. И поэтому память хорошо, но сподвижники заучивали и вместе с этим делали амаль. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране в некоторых местах Он порицает, когда человек не действует в соответствии с тем, что он изучил, что он узнал. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Джум'а в 5 аяте говорит: «Масалю лладзина хуммилу ат-Таурах, thumma лам яхмилуха, камасали л-химари яхмилу асфара». Те, кому было поручено придерживаться Таурата, и которые потом не придерживались Таурата, они стали подобны ослу, который везет на себе много книг. «Маталю л-кауми алладзина каззабу би аяти Аллахи, валлаху ла яхди л-кауми адз-залимин». И как же скверно сравнение с людьми, которые считают ложью знамения Аллаха. Ведь Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. И вот здесь вот Всевышний Аллах, Он выказывает нам порицание. И это касается не только тех, которые следовали за Тауратом. Это назидание для всех нас. Вот как лошадь или осел, да, несет на себе груз, они абсолютно никак не пользуются от этого груза. Они не знают, что там они несут, да. Они не испытывают никаких чувств от этого, кроме как сил, напряжения, усталости. Особенно, если ноша будет не по силу этому животному. И точно так же и мы. Вот в детстве, да, вот если кто знает, кто в деревне вырос, когда летом приезжали к бабушке и дедушке, нас шагаралариды кыту-кытырга, да, пасти овец, пасти коров. И иногда, когда там собирались, мы там молодые, там, да, взрослые подшучивали над нами, да, в сумку, рюкзак там и так далее. Когда, допустим, ты отвернулся или ушел отогнать какую-нибудь корову, в сумку закидывали много камней. Много камней, ну такой шутка, прикол такой, да, немножко такой жесткий. И вот молодые, мальчики, там, дети, да, бывало там по 2-3 часа носят свою сумку, да, он думает, что там у него еда, которую бабушка там ему наложила много-много, он ее везде таскает, а когда наступает время обеда, кушать, открывает, а там много камней. То есть он сумку таскал плюс 5 килограмм тяжести просто так. И это вот простой вот пример из нашей жизни, да? Но ведь, субханаллах, может получиться так, то, что вот человек всю свою жизнь проживает вот так вот и носит с собой не просто килограммы, тонны всего, и от этого никакой пользы не получает. Не применяет это в жизнь, и в ахирате это для него станет горьким разочарованием. И поэтому Всевышний Аллах этим самым дает нам наставление. И ученые, комментируя этот аят, 5 аят из суры Джум'а, говорят, Аллах Субханаху ва Тааля сравнил человека, который книгу Всевышнего Аллаха изучил для того, чтобы уверовать, для того, чтобы размышлять над ней, для того, чтобы совершать деяния на основе этой книги, но потом стал совершать поступки и действия, которые противоречат тому, что в этой книге. И он читает, говорит, эту книгу, но он не размышляет над ней, не думает над ее смыслами, не следует тому, к чему призывает эта его книга, не использует эту книгу в своей жизни и не совершает деяний поступков,
вот этот человек подобен нас, подобен ослу, который за собой тащит огромные, тяжелые ноши и даже не знает, что же в этих ношах, что же там внутри. И вся участь этого осла только лишь тягота, только лишь трудность. И точно так же и этот человек из книги Всевышнего Аллаха, он получает лишь только то, что получил тот самый осел. И поэтому, уважаемые братья, Всевышний Аллах всех нас призывает через этот аят, чтобы мы, во-первых, стремились к знаниям, изучали свою религию. Понятно то, что умственные, мыслительные способности, у кого-то память, допустим, там, да, это все различается от человека к человеку. Кто-то быстро схватывает, там, допустим, там, да, там 5-10 минут, кто-то там 2 джуза заучивает за 2 ночи, кому-то 2 джуза заучить, там, это 2 года нужно, да, все мы разные. Но при этом каждый из нас в зависимости от своих способностей должен стремиться к знаниям. И второй момент, Всевышний Аллах призывает нас, что даже если ты изучил хоть что-то маленькое из твоей религии, даже если ты научился различать букву алиф от обычной палки, или же, как ученые говорят, юфаррик байна тамра валь джамра, стал различать, говорит, между фиником, говорит, и между кусочком огня, это означает, что ты должен действовать в соответствии со своими знаниями. И не оставлять это там, изучил, прочитал и потом позабыл, и больше к этому не возвращаешься. И поэтому сюда входят и уагазы, и уроки, и книги, которые ты прочитал, и насихаты, которые ты прослушал. Если ты узнал, что это знание из религии Всевышнего Аллаха, стремись это применять в своей жизни. Также Всевышний Аллах в суре Саф во 2 и 3 аяте сказал: «Я айюхаллазина аману лима такулуна ма ла таф'алун, кабура мактан инда Аллахи ан такулу ма ла таф'алун». О те, которые уверовали, почему вы говорите то, чего вы не делаете? Ведь велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего вы сами не совершаете. И здесь опять-таки Всевышний Аллах призывает нас, чтобы мы не оставляли дела, чтобы мы совершали дела, амаль, чтобы присутствовал, и чтобы наши знания не оставались без совершенных действий. И когда мы говорим про ученых, очень много ученых приводятся от них риваяты, где некоторые даже воздерживались от слов, когда он сам не совершал какие-либо поступки. От одного из праведных предшественников сообщается, когда ему сказали: расскажи нам хадис о таком-то и таком-то. То есть они, видимо, подошли к определенной теме, там, допустим, там, да, или шли и дошли до одного хадиса. Расскажи нам этот хадис. И он замолчал. И учитель молчит, ничего не говорит. Они опять ему: расскажи нам хадис. То есть напирают на него. И он потом разозлился и сказал: разве вы хотите, чтобы я сказал что-то, и потом на меня пал гнев Аллаха? То есть ученые говорят, он тем самым показал то, что он еще не совершал действий, деяний на основе этого хадиса. Другой пример, уже более понятный, более ясный. Имам Ахмад, когда прочитал хадис про хиджаму, он пошел и сделал хиджаму. И потом, после этого, хаджаму, тому человеку, который делает хиджаму, заплатил целый динар. Динар, это на минуточку, да, это больше 4 граммов золота. Даже сегодня для нас, да, просто прийти там, допустим, и заплатить такую-то сумму, это прямо ощутимое. Это не просто сходить за хлебом в магазин, да, и тем более там для ученого, у которого нету какого-то бизнеса, нету каких-то стабильных доходов там и так далее. Но все равно он это заплатил. И когда у него спросили, почему так поступил, он сказал: я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к Абу Тайба, это был человек, сподвижник, который делал хиджаму, пришел к нему, он ему сделал хиджаму, а потом, когда, говорит, уходил, отдал ему динар в качестве платы за совершенную вот эту вот процедуру. Отдал динар, и поэтому и я тоже возжелал поступить как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сделать амаль, совершить действие на основе этого хадиса. И таких примеров очень много.
Когда среди ученых, я уже, по-моему, вам рассказывал, один из в средних веках был известный ученый, который был известен тем, когда он вагаз рассказывает, да, все плакали и все сразу же внимали этому вагазу и принимали, то есть такое было сильное влияние на людей. И один из рабов, в то время было рабство, пришел к нему и сказал: о, такой-то, такой-то, о, имам, да, расскажи хутбу про достоинство освобождения рабов. Меня, говорит, устал. То есть я от рабства хочу как бы избавиться, да, расскажи вагаз. Быть может, мой хозяин, говорит, послушает тебя и освободит меня. Хорошо, говорит, расскажу. Неделя проходит, нету вагаза про освобождение рабства. Вторая неделя проходит, нету, третья неделя. И через 3 недели только, на 4-ю неделю, он рассказывает вагаз про это. И хозяин его, этого раба, услышав слова этого ученого, сразу же освободил этого раба. И тот радостный прибегает к нему, да, и говорит: альхамдулилля, джазак Аллаху хайран, большой, пусть наградит тебя Всевышний Аллах, что ты вот так вот рассказал и не освободил. Но почему ты ждал? Почему 3 недели ты ждал, молчал, не говорил об этом? И потом этот ученый говорит: у меня, говорит, не было раба. Я, говорит, за это время пытался, говорит, накопить средства, потом, говорит, когда, говорит, накопил, пришел, говорит, на рынок, купил, говорит, раба, освободил его, и только потом, говорит, рассказал про это, что, говорит, я сам совершил. И поэтому подобных примеров очень много. Пусть Всевышний Аллах наставит всех нас на истинный путь. Пусть Всевышний Аллах откроет наши сердца к получению знаний. И пусть Всевышний Аллах сделает нас совершающими деяния и поступки на основе наших знаний. И напоследок скажу: альхамдулилля, уважаемые братья, с началом осени у нас и в мечети тоже начинаются вечерние курсы для изучающих основы ислама. Будем изучать самые азы, иншаллах. Начинаем с тахарата, намаз, потом возьмем все 5 столпов ислама. Будем изучать чтение Корана с самого начала, буквы, графика, потом чтение Корана, уроки веры, уроки адаба, иншаллах. Поэтому, кто еще ходил и думал, пойти, не пойти, это для вас вот хорошая возможность прийти и начать. Да? Ничего в этом сложного нету, иншаллах. Будем рассказывать в самом доступном, явном виде, только лишь нужно проглотить, да, эту разжеванную еду. Поэтому, альхамдулилля, с 12 сентября в понедельник, получается через 3 дня, через 4 дня, да, в понедельник в 6 вечера в здании этой мечети на 2-м этаже начнутся уроки. Приходите, иншаллах, каждому постараемся доступно разъяснить, доступно обучить, иншаллах, чтобы каждому из вас была польза. Уроки будут идти дважды в неделю, понедельник и четверг, по вечерам. Специально для тех, кто днем занят, работает, различные заботы у него, да, а вечером он свободен. С 6 до 9, иншаллах. И у женщин точно так же учеба началась уже с 5 сентября, с понедельника. У них тоже по понедельникам и четвергам с 6 до 9 в здании медресе. Поэтому хорошая возможность, если кто-то женат, приходить самому и своей жене изучать основы религии, иншаллах. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.